Здесь, в самом центре Сыктывкара, рядом со Стефановской площадью, долгое время находился деревянный двухэтажный дом, построенный еще в 30-е годы. Спустя полвека здание стало местом притяжения для художников, музыкантов, поэтов, стихийным арт-пространством, где собирались люди искусства, свободные от трафаретов соцреализма, открытые для экспериментов и творческого общения. Разве кто-то догадается, что эти работы написаны известным графиком Юрием Лисовским? Я туда попал сразу после училища. Ну и многие наши однокурсники тоже. Это была такая кузница, проверка, сможешь ли ты быть художником или нет. Там приходили музыканты, поэты, писатели. Такая была, если бы выдавалась какая-то свободная минута, хотелось туда идти. Здесь все было по-семейному. Творческая жизненная радость била через край. Здесь щедро делились идеями. Для разговора часто выходили вот на эту лестницу. Кстати, Балясина на выставке из той самой деревяшки. Опираясь на родные перила, Владимир Асташов вспоминает, как его гости вели бортовой журнал. Ко мне в мастерскую приходили люди, записывали дату, когда они пришли, подписывались и начинали описывать, что происходило. То есть накопилась такая довольно толстая книга. А начиналось все с дизайнеров, которые приехали в 80-е из Ленинграда. Андрей Самойлов, Евгений Шадрин, Михаил Шахов. Эта группа быстро обросла теми, кто не входил в союз художников. Леонид Потапов, Вадим Кононов, Юрий Размыслов, Юрий Филипповский, Николай Бурдаев, Татьяна Васильева. Позже родилось независимое сообщество «Форма». И по новому закону об общественных объединениях художникам дали мастерские, чтобы люди искусства могли развиваться и зарабатывать. По словам Анжелы Размановой, в 90-е она осталась не в Москве, а в Сыктывкаре только потому, что здесь жило это уникальное пространство. Это такое очень живое место, и оно сложное в плане психологическом. То есть все художники были на вольных хлебах. Это не те художники, которые где-то кто-то работал. А это те, кто пытался выжить в этой атмосфере еще 90-х годов, в жутком кризисе, в странных условиях, в каком-то никому не нужности в этой. Арт-рынок был свободен. Обитатели деревяшки могли воплотить давно выстраданные идеи и показать свои произведения. Сюда, на Куратова, 30, непременно заглядывали гости, которые приезжали в Сыктывкар из разных стран мира и регионов России. На выставке есть галерея странных фотопортретов, сделанных Сергеем Размановым. Все эти люди бывали в Доме художников. Именно этим художникам поступали многочисленные заказы, в том числе от правительства, от руководства республики. В деревяшку приходили и члены правительства, и все руководители всяких разных государственных общественных организаций республики делали им заказы, они были востребованы, потому что они были более свободны, более открыты. На выставке представлено 100 работ, которые были сделаны на Куратова, 30. Авторы проекта собирали их в буквальном смысле по крупицам, в мастерских и частных коллекциях, потому что уверены, без этого творческого пространства невозможно представить художественную жизнь Сыктывкара 90-х годов. А этот маленький скворечник, он небольшой был, поэтому там и тесно было, и не тесно было. Все вместе, рядом все были. И сегодня, до сегодняшнего дня, я так думаю, вот эта эпоха того старого скворечника, она, по-моему, самая значительная в творчестве Республики Коми. Уже ясно, что это большой культурологический проект, впереди научные исследования. А сейчас важно успеть записать интервью деревяшкинцев, сохранить их воспоминания для истории изобразительного искусства республики.